кто еще хотел? Элеонора Анатольевна, вам слово, пожалуйста. Я представляю коллектив университета, музейных работников университета, от самых первых, те, которые начинали работать с Майваной, те, которые работают сейчас, совершенно замечательные музеи, 25 лет. Я не знаю другого такого музея, где бы мне было так тепло. Я называю этот музей теплым домом. Это история не только университета нашего, это история просвещения Коль-края. Музей называется история просвещения Коль-края. Но не только просвещения, если в широком смысле, то, может быть, можно включить и культуру, потому что это не только просвещение, это и культура. И когда я просматривала эти фотографии, конечно, грустно, многих уже нет, но все это остается здесь, а следовательно остается и в нашей памяти, и в памяти тех, кто придет сюда, когда нас уже не будет. И они будут знать о тех, кто работал здесь, кто жил здесь, какие здесь были ректоры. Василий Кифович Дорожный в поздравлении Майи Ване, которая недавно отметила свой юбилей, написал: «Майя Вана, вам везло с ректорами». Я бы сказала так: ректорам везло с Майей Ваной, потому что Майя Вана, если говорить о ее заслугах, то трудно найти, вот мне трудно подобрать слова для того, чтобы оценить ее грандиозную просто работу по созданию музея. Потому что музей начинался в 75-м, по-моему, да? В 5 лет университета было, мы сделали выставка. И там были вот находки, которые мной были сделаны в 74-м году на Исляме. Там, значит, и Ивановна потом съездила в Эрмитаж, и слепок сделали с Итона серебряного, и привезла его сюда. То есть грандиозная деятельность. И сделано, просто очень много. Трудно оценить. Вот я не представляю, как за это время можно было сделать так много, такую многогранную работу, потому что это бесконечная смена выставок, это юбилеи, это портреты, это какие-то постоянные собрания, на которые Майя Вана собирает друзей музея, это собрание дарителей, это вечера, музыкальные вечера, шаляпинские вечера и так далее, и так далее. Музей, конечно же, прежде всего это Майя Вана. Я понимаю, что, конечно, огромную работу делают сотрудники музея, огромную, но для того, чтобы они делали эту работу, надо организовать. Вот я вижу здесь сотрудников музея, и вот мне не хватило, Майя Ивановна, но это вы сделаете еще. Фотографии сотрудников музея, так, значит, чтобы мы видели тех, которые хотя бы остались сотрудники. Мелькает отдельно мелькает. Да. Нет, есть у нас с предыдущим составом есть совместное. А просто сейчас такой маленький состав-то. Да, во всем здесь трое, по-моему, здесь всего. Ну вот, да, кроме меня трое. Да, четверо, да. Так что, Майя Ивановна, я благодарю вас за то, что вы создали этот музей, а именно вы создатель этого музея и организатор этого музея, и за ту огромную работу, которую вы проделали за эти годы. Я горжусь тем, что имею хоть какое-то отношение к вашему музею. И удивляюсь, и поражаюсь, как может человек сделать столько, сколько сделала Майя Ивановна. Сколько она написала, я иногда у нее спрашивала: Майя Ивановна, вы когда-нибудь спите или вообще вы никогда не спите? Для того, чтобы столько написать, сколько она написала за это время, нужно работать, наверное, не меньше 18 часов в сутки. И Галя Маркова, Галина Петровна Маркова, когда заходила ко мне и видела, как я там что-то, она говорит: Господи, вы почти как Майя Ивановна, что ли, работаете? Я говорю: нет, мне далеко до Майи Ивановны, потому что она работает постоянно. Дорогая Майя Ивановна, я искренне поздравляю вас с этим знаменательным совершенно событием. Я абсолютно уверена, я надеюсь, что музей будет и дальше процветать,
И очень надеюсь, что вот ваше руководство, вот самое главное, чтобы вы оставались у нас здесь, чтобы по-прежнему... Леонора Анатольевна, я курировать буду музей до конца своей жизни. Так, значит, курировать это одно дело, а быть директором музея это другое дело. Так, итак, вот долголетие именно, чтобы вы оставались директором нашего музея, и, соответственно, сделали, он и сейчас практически международного значения. Это не российское, международное значение, потому что он известен не только у нас в России, далеко за пределами России. И в этом, я считаю, в первую очередь заслуга Майи Ивановны. Я вас поздравляю, Майя Ивановна, и желаю вам дальнейшего процветания. Спасибо.